Тот факт, что в собственность Кыргызстана переходят сразу 4 пансионата на побережье Иссык-Куля, владельцем которых еще недавно был соседний Узбекистан, в правительстве комментируют так. На основе соглашения, которое было 1992 года, как раз в этом соглашении, я вам зачитаю, говорится о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности. Это было от 9 декабря 1992 года. Оно было ратифицировано Джогорку Кенешем. Затем есть постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан о принятии собственности республики объектов курортно-рекреационного хозяйства, находящихся в пользовании юридических лиц других государств. Это тоже от 16 декабря 1992 года. То есть на основе этих соглашений те пансионаты, которые находятся на территории Кыргызстана, мы просто приняли в свою собственность. Однако общество недоумевает, почему государство решило вернуть свое имущество спустя лишь годы с момента принятых договоренностей. У представителей Кабмина на этот счет свои доводы. Просто могу единственное сказать, что это могло бы и произойти лет 10 назад, могло бы произойти лет 15 назад. Учитывая, что на этот раз правительство решило, что все-таки в госсобственности эти объекты должны быть. Эксперты же не исключают версию, что кампания по возврату ряда объектов как стратегических, так и социального значений разыгралась на фоне недавних событий на кыргызско-узбекской границе. Тогда политическая ситуация в стране накалилась до такой степени, что некоторые аналитики чуть ли не предвещали полномасштабный военный конфликт между двумя соседскими республиками. Между тем, мероприятия по восстановлению кыргызской юрисдикции над имуществом начались еще 24 числа прошлого месяца. Судьба пансионатов в дальнейшем, она очень важна. То есть, что это будет? Национализированное госпредприятие. Я думаю, что в виде национализированного госпредприятия оно будет не самым эффективным, потому что наши госпредприятия демонстрируют пока далеко не конструктивную работу, часто подвергаются критике. Я думаю, что логичнее, чтобы они были переданы в частную собственность, но путем открытых, прозрачных и понятных для общества тендеров. А еще подобный жест со стороны правительства свидетельствует о том, что у нашей страны есть своя политическая воля. То есть официальные власти решили показать всему обществу, в том числе и оппозиционным силам, как ситуация, когда приходилось обходить острые углы, осталась в прошлом. И что пора собирать разбросанные камни, даже если на это уйдет много сил и времени. С другими примерами опять у нас не получилось бы, да? У нас до этого были примеры, которые скапливали документы и по полгода никого не принимали, не решали вопросы. Поэтому надо отдать должное, премьер-министру, который этим решением, которое, наверное, может быть, кому-то и не понравится, где-то там, скажем так, за пределами Кыргызстана. Но он дал понять, что никакой ангажированности в этом вопросе нет, и что как хозяйственник он вполне способен принимать решения, дабы поставить точку во всех этих инсинуациях. Работа по описанию имущества только началась, и, возможно, в ближайшем будущем общественность узнает о том, какие еще объекты перешли в собственность Кыргызстана. Что касается 4 вышеуказанных пансионатов, то Министерство внутренних дел совместно с полпредом правительства в Иссык-Кульской области уже поручено оказать содействие Фонду по управлению государственным имуществом при приеме 4 зон отдыха в государственную собственность и обеспечить охрану этих объектов. Медарбек Мамбеталиев, Телек Асхатбеков, Вести Бишкек.